Прежде чем перейти к представлению кандидатов для согласования на ключевые посты в правительстве, я хотел бы ознакомить вас с новой структурой правительства Удмуртской Республики, которая должна заработать с 1 января 2018 года. Прошу следующий слайд. Да. Итак, как вы видите, должность руководителя администрации главы правительства не претерпела пока никаких изменений. Глава администрации по-прежнему координирует действия следующих ведомств: Управление по обеспечению деятельности мировых судей, Комитет по делам ЗАГС, Министерство национальной политики, Агентство печати и массовых коммуникаций и Комитет по делам архивов. Напомню, что Министерство национальной политики уже обрело своего министра без приставки ИО. Буранова Лариса Николаевна продолжит работу в новом кабинете. Мы говорили об этом уже на днях. Сейчас хотел бы еще раз на этом сделать акцент. Крайне важное министерство в нашей работе по национальной политике, более 130 национальностей. У нас очень непростой политический год впереди, поэтому мы в первую очередь определились и с позицией министра, и с этим министерством. Теперь давайте по непосредственно структуре правительства, которая подчиняется председателю. Блок первого заместителя председателя правительства – это экономический блок. Туда входит Министерство экономики, Министерство промышленности и торговли, Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике. И, обращаю ваше внимание, появится новое министерство, это Министерство информатизации и связи. Далее, следующий блок, так называемый финансовый. В него войдут непосредственно Министерство финансов, а также Министерство имущественных отношений. Следующее направление: Министерство транспорта и дорожного хозяйства, Министерство строительства, ЖКХ и энергетики и Инспекция государственного надзора. И здесь, как вы уже заметили, у нас произойдут серьезные структурные перестановки. Предстоит объединение Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики и Министерства энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов. По сути, мы повторяем федеральную структуру. Кроме этого, мы объединим Государственную жилищную инспекцию и Инспекцию государственного строительного надзора. Далее, социальный блок: Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной политики и Министерство культуры. Здесь обращаю ваше внимание на изменения. В Министерство здравоохранения войдет Управление по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности. И мы также объединяем Министерство социальной, семейной и демографической политики и Министерство труда и миграционной политики. Следующее направление объединяет Министерство природных ресурсов и окружающей среды. И это министерство объединит в себе Министерство лесного хозяйства, Министерство природных ресурсов и окружающей среды. Далее у нас в этот же блок войдет Главное управление ветеринарии и Министерство сельского хозяйства и продовольствия. И в Министерство сельского хозяйства и продовольствия войдет Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Ну и, наконец, последний, не по значимости, а по перечислению блок – это заместитель председателя правительства, постоянный представитель главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации. Коллеги, напомню, вот такая структура будет работать с 1 января 2018 года. Председателю правительства поставлена задача в эти сроки до конца года обеспечить переход к новой структуре.